Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Тампонском районе Якутии. Сообщение о землетрясении у населенного пункта «Теплый ключ» поступило сегодня утром. Жертв и пострадавших нет, передает пресс-служба МЧС России по региону. По информации ЕДДС района, на территории Тампонского улуса у населенного пункта «Теплый ключ» также жертв и разрушений нет. Нарушений в целостности конструкции не выявлено. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Землетрясение не ощущалось. Жалоб от населения не поступало, говорится в сообщении. Также в одном из баров Якутска произошло убийство. По этому факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в субботу ночью 25-летний мужчина по устной договоренности с руководством клуба работал барменом. В свободное время, будучи пьяным, он вступил в конфликт с одним из посетителей заведения. В ходе ссоры и последовавшей за этим драки он догнал потерпевшего и несколько раз ударил его ножом. Как выяснилось, оружие он приобрел накануне у своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался, а подозреваемый задержан. Мужчина украл биметаллические радиаторы для отопления в Якутске. Об этом в полицию сообщили представители одной из управляющих компаний города. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый 36-летний мужчина. Установлено, что за несколько недель до кражи подозреваемый ремонтировал квартиру в подъезде жилого дома и на площадке верхнего этажа приметил 4 упакованных биметаллических радиатора. Через некоторое время подозреваемый украл их. Злоумышленник заказал такси и отвез похищенное на рынок, где и продал. Неугомонного заключенного вновь осудили и добавили срок. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Он был осужден за применение насилия в отношении сотрудников исправительного учреждения. 29-летний уроженец Верхневилюйского района признан виновным в совершении 2 эпизодов преступлений. Установлено, что с декабря 2011 года он отбывает наказание в виде лишения свободы сроком в 15 лет в исправительной колонии. В ноябре 2018 года сотрудник исправительного учреждения вошел в одну из камер и дал команду осужденным выйти в коридор и построиться, на что подсудимый начал угрожать и ударил охранника. Далее, будучи доставленным в комнату досмотра, он ударил в живот другого сотрудника. По месту отбывания наказания подсудимый характеризуется отрицательно в связи с нарушениями режима. Совершил 2 умышленных преступления средней тяжести в период отбывания лишения свободы по приговору суда. С учетом мнения государственного обвинителя в совокупности приговором суда назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу ноутбука в Верхневилюйском районе. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 35-летний безработный мужчина. Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый пришел к потерпевшей, чтобы попросить у нее деньги в долг. Когда он подошел к входной двери, то увидел, что навесной замок не заперт, а просто вставлен в петлю. Тогда он понял, что хозяйка отсутствует, и свободно проник в чужой дом. В комнате возле кровати он нашел ноутбук с зарядным устройством. Украденное он продал за 3000 рублей. Еще одна квартирная кража раскрыта в Алданском районе. Из квартиры были украдены ноутбук, компьютерная мышь, портативная колонка, 2 сотовых телефона, портативный жесткий диск и 6000 рублей. Общая сумма ущерба составила около 83 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 38-летнего ранее судимого безработного соседа. Как выяснилось, подозреваемый возвращался ночью домой и заметил, что дверь соседской квартиры приоткрыта. Зайдя внутрь, он увидел, что хозяева спят. Затем, пройдя по комнатам, совершил кражу всех ценных вещей, которые находились в доступности, и покинул чужое жилье. Часть похищенного изъята. Ноутбук и портативную колонку подозреваемый успел продать в ту же ночь за пару тысяч рублей. При обрушении здания в Камбодже погибли десятки человек. Подробности в репортаже Алены Островской. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте обрушения 7-этажного здания в камбоджийском прибрежном городе Сиануквиль. Строящаяся конструкция сложилась в субботу. Медики подтвердили гибель 18 человек, десятки пострадали. Власти провинции Преа-Сиханук заявили, что почти половина обломков уже убрана с места обрушения. Однако по-прежнему не ясно, сколько людей могут находиться под завалами. Сиануквиль, крупнейший город провинции, в последние годы привлекает все больше инвестиций из Китая. Предприниматели вкладывают огромные суммы в казино, туристический сектор и недвижимость. Полиция вызвала на допрос 4 человек в связи с обрушением строившегося здания. 3 из них – прорабы, отвечавшие за выполнение работ. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.